Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Новости. Новости о мужчине, который в вашем сердце, в вашей голове. Давайте посмотрим, что у него в жизни происходит. Посмотрим на то, что он вам не говорит, что скрывает, какие процессы сейчас в жизни, что в его голове, мыслях, чувствах. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, и пусть нужная и важная информация вам, мои хорошие, сейчас раскроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, как он сильно скандалит. Он с какой-то женщиной скандалит. Тот мужчина, которого вы загадали, очень сильно ругается с какой-то женщиной. Ругается так, как никогда ни с кем не ругался. У него, знаете, эти челюсть сводят и кулаки прям белеют, да, от злости, когда он их сжимает. Если вы просматриваете мужчину, который не свободен, то там уже прям никто не поможет. Очень сильно ругаются со своей женой, и они прям друг друга ненавидят, да, вот максимально хотят друг другу сделать больно. Если этот мужчина не жена, то рядом с ним какая-то есть женщина, присутствует в его жизни. И эта женщина настолько сильно его выводит из себя. Он уже не знает, как ее там сильнее обидеть, да, вот что сделать, чтобы она отстала. А эта женщина, она как будто бы еще больше на рожон лезет. У нее тоже к мужчине претензии и обиды. То есть если ваш любимый там живет, я не знаю, с сестрой либо с мамой, то там прям война очень жесткая, и ругаются, на чем свет стоит. Ссоры с каждым днем все жестче и жестче происходят. И еще мне идет, что это как бы раскол. Он, во-первых, он в судьбе есть у мужчины, и это как точка невозврата, да, дойти до такой стадии, чтобы расстаться, развестись, разъехаться и больше никогда не общаться. Еще мне идет эта женщина, которая рядом с ним, она, вот как сознательно делает такие шаги, которые разрушают этого мужчину, разрушают его жизнь, разрушают все то хорошее, к чему он стремится. И через вот эти ссоры и скандалы вы, мужчине, раскрываетесь под новым углом, в новом свете, можно так сказать. Он постоянно проводит параллели, вот как вы к нему относитесь, и что у вас с ним происходит, и то, что происходит с этой женщиной. И он, вы знаете, начинает понимать, что такой нежной, доброй, заботливой и любящей женщины, как вы, больше в свете нет. Вот вы одна единственная, неповторимая. И вот какой он дурак, что он не понял это сразу, либо он столько времени зря потерял, вместо того, чтобы жить с вами, наслаждаться жизнью и быть самым счастливым мужчиной в этом мире. То есть вам, грубо говоря, даже выгодно, да, что они ругаются, либо то, что они ругаются, это будет тем самым золотым пинком для этого мужчины, чтобы он поскорее, вот к вам, да, обратился к вам, повернулся к вам, выбрал вас, да, вот особенно почему-то мне треугольник идет. Но опять же, треугольники ведь тоже разные бывают. Есть любовный треугольник, есть семейный треугольник. Но вот сейчас для вас обстоятельства в его жизни складываются самым выгодным образом. Может быть, вы этого не хотели, вы этого не желали, но именно так и происходит. Он думает о вас все чаще и чаще. Он все чаще и чаще прокручивает какие-то отрывки из вашего прошлого, общего прошлого. Что вы говорили, как вы поступали, как вы себя вели. И он, как сказать, начинает видеть вас совершенно по-другому. Если раньше он был каким-то несерьезным в отношениях, либо в принципе, да, несерьезно рассматривал ваши отношения. Я понимаю, обидно звучит, но у кого-то так и проиграется, что мужчина мог себе позволить там, да, такую фривольную жизнь. То теперь он такой: нет, это все было неправильно, я был неправ. Это женщина, то есть вы идеально. И это подарок судьбы, это тот счастливый случай, который выпал в мою грешную жизнь, и который я не должен упустить. Еще я вижу, что у мужчины какие-то важные проекты на работе, какие-то финансовые возможности. И вот эта женщина, которая с ним ругается, она его как будто бы от этого отвлекает.
а он понимает, что отвлекаться ему нельзя, потому что на кону большие деньги, на кону хорошая должность, либо там перспективы в бизнесе, в карьере. И вот как на два фронта работает, он очень сильно устает. И еще я вижу, что у него какая-то боль есть в теле. Боль, скорее всего, вот как по позвоночнику идет. У кого-то еще, у мужчин, желудок, ЖКТ, да, вот страдает. Может, у него там гастрит какой-то, может, на нервной почве у него там, не знаю, что, кислота, желудочный сок не вырабатывается, может, вырабатывается намного больше, чем надо. То есть у мужчины еще параллельно со всем этим происходят проблемы со здоровьем. Ну, у кого-то спина, у кого-то поясница, там шея, не знаю, копчик, да, вот что-то может еще такое болеть. Но опять же, это больше похоже на результат вот этой нервной обстановки, в которой он находится. Да, вот то, что он с этой женщиной бодается. И еще, мои хорошие, если мужчина был под каким-то негативом, приворотом, любовным приворотом, либо какой-то, знаете, защитной установкой, да, чтобы вот он с другими женщинами не общался, там, других женщин не воспринимал, то через боль вот этот приворот, либо эта установка, она с него сходит. То есть она именно сейчас разрушается. Девушки, которые загадали мужчину и видят этого мужчину во снах, для вас это прям первый знак, что у вас все поменяется с ним, и знак о том, что он постоянно о вас думает и всем сердцем, всей душой к вам стремится. Если мужчина вам не снится, это неплохо. Ничего плохого в этом нет. Просто на этом мужчине нет негатива, да, не было никаких негативных программ. И там все как бы естественно происходит. Да? Он разрывает отношения с другой женщиной, будь то мама, будь то жена, любовница, не знаю кто. И он направляется к вам. То есть он вам не снится, потому что все идет органично. Если на мужчине был негатив, то он будет вам сниться. Либо уже снится, либо еще будет сниться. Так, еще новости о нем. Друг у него какой-то интересный есть. Друг, который ему всегда правду говорит. При глаза говорит. Приятная правда, неприятная правда. Он все равно ему говорит правду. И этот друг, он знает про вас. И он его буквально вот прям ругается вас. Он ему говорит, ну как так, что ты за балбес такой? Тебе вот счастье выпало, а ты вот так себя ведешь, да? Ну давай, принимай решение, скорее действуй, иначе упустишь эту женщину. Либо иначе я сам за ней приударю, и тогда на меня не обижайся, да? Мне тоже нравится эта женщина, и я был бы не против, ну вот именно с вами загадавшей, пообщаться. Также здесь показывает, что мужчина вот что-то задумывал в отношении вас, какие-то планы у него были. Но эти все планы пошли вот прям по... Сами понимаете, почему, да? Нельзя такое говорить на ютубе. Ну вот на букву «П» вот туда и пошли. Планы его были очень такими, знаете, поверхностными. И планы, которые могли бы вас обидеть, задеть, обидеть. И высшие силы буквально эти планы его разрушили. Перемешали ему все карты. Знаете, буквально ему говорят, дружок, так нельзя. Нельзя обижать эту женщину. И твои планы, это вот прям от лукавого. Мы тебе не позволим. И этот мужчина, он действительно что-то начинает осознавать все ярче и ярче, день ото дня. Он понимает, что вот он сильно очень ошибался. Ошибался не то чтобы в отношении вас, а ошибался, скорее всего, в отношении себя, своих чувств, своих намерений, своих желаний. То есть, знаете, какая-то непутевая такая вот жизнь клоуна-шута у него была. А теперь как будто бы он протрезвел, пришел в себя и такой, ну, не надо быть посмешищем, не надо самостоятельно разрушать свою жизнь, либо кому-то позволять разрушить мою жизнь. Ну, типа, жизнь у меня одна, там неизвестно, сколько мне отпущено, я вот хочу быть счастливым, я хочу все исправить. То есть буквально сейчас происходит трансформация вашего мужчины через боль, через страдания, через надрывы, там, через эту воспаленную нервную систему, но он меняется, он трансформирует, он становится лучшей версией себя. Конечно, это все не случится там за день, за неделю, там, времени порядочно надо, но тем не менее мужчина на правильном пути. И также я вижу, что он вам что-то обещал, либо... Ну вот когда обещание было, я там что-то для тебя сделаю, либо я тебе что-то куплю, подарю. Вот он сейчас буквально рыщет, ищет, чтобы этот подарок для вас купить. Либо чтобы для вас, вернее, выполнить то обещание, которое он давал.
Но вот есть какие-то в этом сложности, ну, финансовые сложности могут быть, еще какие-то сложности, но он над этим работает. И еще новости про него касаются каких-то законов, правил, может, он где-то какие-то законы, правила нарушил. Либо вот эта женщина там на него, например, заявление могла написать, либо в суд на него подать. Но что-то, возможно, с ней даже связано. А над ним нависла буква закона. И эта буква достаточно крупная, такая буква может, извините, и раздавить человека. И он как-то к этому относится несерьезно. Но здесь могут быть у него проблемы, да, проблемы с законом, либо с правоохранительными органами. Опять же, если он в каком-то раздрае куда-то идет, он может с кем-то поссориться, подраться, не знаю, там машину может агрессивно водить, там, нарушать правила. То есть вот тут у него как слабое место. И, скорее всего, туда ему прилетит. Ну, прилетит, опять же, не просто так, не случайно, а потому что он сам в чем-то виноват. Где-то он неправильно поступил, либо еще поступит, и за это ему прилетит. Это прям таким наказанием для него будет. И еще, мои хорошие, я вижу, что для этого мужчины, которого вы загадали, вы буквально в виде ангела показаны. То есть он вас воспринимает своим ангелом. Ангелом-хранителем, попечителем, наставником, спасителем, да, ангел-спаситель. Он видит вас с крыльями, и крылья у вас очень длинные и продолжают расти. То есть, может быть, он несправедливо как-то с вами поступал, может, он себе позволял какие-то обидные вещи в вашу сторону, а теперь как бы он такой кулачки себе кусает и говорит: какой же я лопух, как я мог обидеть эту прекрасную женщину, она же ангел во плоти, да, вот прям ангел. Было время, когда он не воспринимал вас серьезно, но идет время, когда он будет буквально у ваших ног сидеть. Вот вы вспомните эту отсыпку, да, когда он сядет у ваших ног. Может быть, даже в прямом смысле слова, да, вы будете там сидеть буквально там на какой-то возвышенности, да, там пусть это будет кресло, либо, может быть, какой-то табурет, а он не сядет наравне с вами, он сядет у ваших ног. То есть, понимаете, он даже вот видом будет показывать, вот насколько он вас почитает, насколько он вас ценит. У него правильные желания сейчас в голове формируются, но пока ему не хватает ресурса на то, чтобы эти правильные желания воплотить. Но как бы лиха беда начала. В сердце у него к вам огонь, это любовь, но с другой стороны половина сердца у него заморожена. И я так понимаю, что заморожена именно вот этой женщиной, либо из-за нее эта заморозка произошла. Ну, может, у мужчины изначально было холодное сердце из-за этой женщины, а благодаря вам оно уже наполовину оттаяло, и дальше будет больше. Я вижу, у вас встреча скоро произойдет. Встреча, которая очень многое между вами поменяет. Вот вы на него посмотрите, как не знаете его, да, скажете: ой, как много я тебе не знаю. Либо вы скажете: ой, я даже не подозревала, что ты можешь так сильно чувствовать, что ты там романтик, что у тебя такие глубокие чувства могут быть, что вот люди настолько сильно в короткий срок могут меняться. Он прям сам не свой на этой встрече, но в лучшей версии себя, не в худшей, а в лучшей версии. У вас после этой встречи как будто бы, ну вот между вами, да, все меняться начнет. И у вас к нему, и у него к вам, и между вами, как бы, да, вот все меняется. Как будто бы лед трескается и идет по реке. Это хороший знак, хороший. Еще будут испытания для вашей пары, либо для вашей семьи. Они еще могут быть, эти испытания. Но самое страшное испытание вы проживаете именно сейчас. Сейчас, когда вы открыли эту отсыпку, когда вы открыли это видео. И большая, львиная часть испытаний выпала все-таки на мужчину. А вы как бы в позиции ждущей женщины, да, вы ждете, что он там разберется, что он там решит, как он будет поступать. Вот. А он как бы все это взвалил на себя. Ну, либо высшие силы на него взвалили. С него не убудет. Это ему все помогает. Как через терник к звездам этот мужчина и идет. То есть буквально сейчас решается его будущее. Либо он всю жизнь проживет вот с нелюбимой женщиной, либо он проживет как одиночка, да, без счастья личного, либо он все-таки выберет счастье и будет жить с вами. Он будет рядом с вами. И, кстати, вот еще мужчина думает часто о том, что благодаря вам у него действительно как будто бы развязываются руки, как будто бы улучшается финансовый поток. Ну, как будто бы благодаря вам приходит какое-то финансовое, материальное везение.
То есть раньше у него таких возможностей не было, сейчас они есть. И когда у вас все хорошо, да, вот вы там общаетесь, да, все хорошо, у него эти возможности расширяются. Как только вы там ссоритесь, либо какой-то негативчик между вами пробегает, возможности сужаются. И он такой: точно, она мне приносит удачу. Мне не нужно с ней ссориться и ругаться, наоборот, нужно ее любить, носить на руках. Тогда и денег, и финансовых возможностей будет у меня больше. Да, немножко меркантильный, но с другой стороны, я не вижу у него там желания разбогатеть, пользоваться самому. Ему деньги нужны для того, чтобы дарить вам подарки, для того, чтобы улучшить вашу жизнь, для того, чтобы в ваших глазах быть достойным вашей любви. Для этого ему нужны деньги. Он у вас, наверное, где-то в душе хвастунишка, да, он любит такие широкие жесты. Но просто сейчас бюджет у него не позволяет их делать. Он же даже обещаний не может до конца выполнить. Страхи у него есть по поводу того, что вы его не дождетесь, либо устанете ждать, что вы там рукой махнете, скажете: да иди ты лесом, да, зачем мне тебя ждать. Страхов, кстати, очень много. У кого-то мужчина, вот будучи там прям атеистом, либо таким вот не очень верующим человеком, стал задумываться о высших силах, может там даже какие-то молитвы искать, заговоры, в храм заходить, свечу ставить, например, да, вот просить счастья, просить того, чтобы вот действительно жизнь поменялась, чтобы вы его не разлюбили, чтобы вы его не бросили, чтобы, все-таки позволяли ему, да, быть рядом с собой, чтобы у вас все хорошо случилось, сложилось. У кого-то отыграется, что мужчина очень хочет ребенка от вас, да, прям мечтает об этом дне. Я вам так, девочки, скажу: оставьте этого мужчину пока в покое, он должен справиться сам. Вот когда он переживет весь этот сыр-бор, который сейчас происходит, вот тогда у вас все и будет хорошо. Если ему помогать, то испытание не закончится. А если он сам переживет, то дальше будет легче, лучше, проще. Ждите разговора. Вот мне идет, что разговор скоро состоится. Разговор, который прям вам покажет, да, что мужчина старается, мужчина меняется, и мужчина идет в направлении вашего совместного счастья. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.